Кызы Бибюсайра родилась 10 мая 1990 года в Волжской области, Карасуйском районе. Давайте вы немножко расскажете о себе. Я Бубисара, мне 33 года. Я увлекаюсь спортом профессионально. У меня база дзюдо, грэпплинг и алыш. Я также являюсь судьей международной категории по национальным видам алыш, казах, куреши. Как вы пришли к тому, чтобы заниматься такими видами спорта? Их все-таки принято считать больше мужскими. Но я так не считаю, потому что это для девушек и для мальчиков. Мне дзюдо больше понравилось, потому что изначально повлияла мама, а папа был против, потому что он сам спортсмен, и он учился в интернат-школе РУОР, что ли, так. Чувствовали ли вы когда-нибудь разницу? Ну, все-таки, наверное, было большинство мужчин среди вас во время сборов, возможно, и так далее. Да, но в основном я вообще тренировалась. Там я одна, единственная была в зале. Ну, я не знаю, я ничего не чувствовала. Мне было комфортно везде. А как вы считаете, как спорт вообще в принципе повлиял на вашу жизнь? Спорт во многом помогло. Я всегда в тонусе, энергично. И также я работаю в органах, и к этому тоже спорт большинство помогло. Спортивные результаты по борьбе на поясах алыш. Чемпионка Кыргызской республики 2015 года. Серебряный призер чемпионата Азии. Иран, 2014 год, второе место. Серебряный и бронзовый призер международного турнира Гран-при памяти Баймана Эркинбаева. Спортивное звание «Мастер спорта». Спортивное звание «Мастер спорта Кыргызской республики по борьбе на поясах алыш». А вы в органы пошли работать, наверное, все-таки потому что имели очень такое тесное отношение со спортом, с профессиональным? Да, из-за этого я пошла в органы. Но изначально мое хобби было спорт. Сейчас я влюбилась, можно сказать. Вот так. Но моя работа тоже мужская. Там в основном мужики. Коллектив у меня мужской, потому что я работаю в спецназе. Судья международной категории Объединенного мира борьбы с 2006 года. Другие спортивные результаты. Серебряный призер чемпионата Центральной Азии по самбо, Таджикистан. Многократная чемпионка Кыргызской республики по дзюдо, самбо, грэпплингу и джиу-джитсу. Как вы считаете, какими должна качествами обладать девушка, чтобы сначала связать свою жизнь с такими видами спорта, а потом еще и пойти работать в спецназ? Главное желание и все остальное потом. А спорт сам по себе покажет, куда ты идешь, куда нет. Правильный путь покажет. Тренера в основном помогают. Большой спорт все-таки там нужна дисциплина. Как вы считаете, вообще ваш характер, на ваш характер, в принципе, сильно спорт повлиял? На мой характер? Ну да, я терпеливая и не вспыльчивая. Вот так. Из-за спорта? Да. А в чем вообще заключается ваша работа? Работа моя, спецназ всем ясно, наверное. Ну, тут, знаете, есть... Ну вот у меня, например, при представлении человека, который работает в спецназе, это какой-то такой здоровый мужчина, который может любого свернуть, скрутить и там упаковать, грубо говоря, да? Так и есть. То есть вы можете Да. Любого мужчину... Могу, да. Ага. А вы замужем? Нет, пока. Давайте вернемся к вопросу о том, что бы вы хотели сказать девочкам, возможно, которые просто выберут спорт в своей жизни. Что бы вы хотели им пожелать? Возможно, терпения пожелать, да, что, бывает, наверное, в профессиональном спорте бывают такие моменты, когда хочется все бросить. Да, бывает, в большом спорте в основном терпение надо, потому что иногда, можно сказать, выезды, да, часто у нас, но не всегда нам
выделяет деньги, ну, чтобы поехать, участвовать на каких-то соревнованиях. Вот в такие моменты надо терпение. Иногда руки опускаются. Да, иногда руки опускаются, потому что мы сами ищем спонсоров. Когда вы вообще пришли, допустим, знакомиться со своими коллегами в спецназе, сильно были удивлены мужчины? Да, изначально были удивлены, но думали, что я уйду. Месяц срок дали. Угу. И там у нас командир во всем помогал. Он сказал, что терпение тебе, здесь мужской коллектив, здесь будут маты. Я просто улыбнулась, и все, без ответа. И дальше работала. Ну, как бы сказать, они даже Потом не привыкли грубили. просто. Да, потому что я сразу же с хорошей стороны себя показала, сразу же, потому что я участвовала еще не только в дзюдо, самбо. У нас в органах часто проводятся турниры какие-то, легкоатлеты, там армрестлинг, масс-рестлинг, вот эти. Я участвовала и всегда выигрывала по всей республике среди женщин в погонах. И спартакиада силовых структур тоже выигрывала. Я в основном выступаю до 70 килограмм, армрестлинг всегда выигрываю. Там участвуют все девушки, женщины в погонах. Это туда входит даже таможня, прокуратура, ГКМБ, наше МВД, ну, по всей республике, вот так, силовая структура, спартакиада. И я еще выигрываю по бегу 200-500 метров дистанция. Не только там профессиональный спорт, и есть такие мелкие турниры, тоже выигрываю. Масс-рестлинг, это таяқтар тоже выигрываю. До весовая категория у меня 65, там выступаю тоже. Сколько вы лет в спецназе работаете уже? Уже 13-й год, календарный. Получается, это вы С 2011 года. С 20 лет вы работаете? Да. В 20 лет вы пришли работать в Да. спецназ? Получается так. Те, кто работает в спецназе, насколько я знаю, достаточно рано выходят на пенсию. Да. То есть вы по-моему, через 7 лет, да, уже на пенсию выйдете? Нет, скоро уже. А, уже прям скоро? Да. А чем потом планируете заниматься? Также Дальше буду судейство? работать, судейство, спорт. Тренером, да, возможно? Нет, тренером вряд ли. У меня другие планы, но судейство дальше пойдет. Планы уже есть. Да, есть планы. А как ваши родители относятся к вашей Они нормально. деятельности? Они нормально, даже не вмешиваются в мою жизнь вообще. Они, наоборот, поддерживают. Если я вот пропустила тренировку, они, наоборот, ругают. Ну, в основном мама, папа поддерживает на ура. Вы удивительная женщина. Вот прям. Ну, я сама по себе позитивная, энергичная. Я всегда вот стараюсь, да, вот, улыбаться всем. Не хочу показывать свои плохие черты. А они у вас есть? Много. Какие, например? Ну, такие вот самые явные. Плохие черты – это уже секрет. Мне кажется, вам не страшно показывать свои плохие черты, потому что, в принципе, кто бы как ни отреагировал, вы очень легко можете дать человеку понять, что, в принципе. Я не конфликтная. Ну, у вас, наверное, настолько достаточно этого на работе, да, в работе, вот этого выплеска. то, что на работе, я оставляю на работе, с работы выхожу, все, я другая. Я просто обычная девчонка, которая тренируется, и, ну, как все обычные, не военные. А то, что на работе негатив, я оставляю там же, домой не тащу.
А почему вы когда-то с дзюдо пошли в лыж? Потому что дзюдо чуть-чуть тяжеловато все равно. Ну, в лыжи уже все по-другому. Я не знаю, мне понравился лыж, и я хотела себе попробовать там же. Ну, там хорошо. В принципе, я на чемпионат Азии там 2 раза поучаствовала, взрослый чемпионат Азии, и у меня в обеих чемпионатах серебро. Потом тренер как-то сказал, что не хочешь ли там судьей быть. Ну, у меня тренер был Кабыл Бюрбаев, он в то время главным тренером был. Он мне предложил, и я сразу приняла это решение быть судьей международной категории. У меня первое судейство было Игорь Кочевников. В 2016 Да. году. И последняя я судья. Нравится? Да, очень. Чем? Судьей быть нелегко, конечно, надо чувствовать. То есть так как ты выходишь в середину, и там борцы, да, борются, ты должна чувствовать все это. Ну да, я видела, как вы судили, и это действительно сложно, потому что там нет каких-то вот таких правил. Ну, понятно, что есть какие-то основные правила, да, ну, то есть судья решает по большому счету очень большой исход самого поединка, и плюс еще там, ну, как бы в тебя что не прилетело на самом деле. Все, весь этот 5 минут ты должен чувствовать борьбу и не ошибиться. Со стороны всем кажется, что это легко. Нет, они все ошибаются. Судейство – это очень ответственная работа. И, может, из-за того, что я сама спортсменка и боролась по этим видам, может, из-за этого мне сейчас легче и легче. Ну, потом вы боролись еще совсем недавно, Да. в принципе, и у вас еще память свежа, как это, когда вы были на месте этих ребят. Вот. Надо чувствовать борьбу просто. Я вообще в шоке от вас. Ну, очень приятно, правда. Я, когда увидела вас на феврале, 17 февраля был чемпионат, по-моему, республики, Да. если я не ошибаюсь. И мы сидели с Адилетом, и он мне про вас рассказал, что вы работаете в спецназе. Да. Что вот девушка. А я у него про вас сначала спросила, у вас очень такая военная выправка. То есть вы когда ходите, у вас... Вот я, например, со временем все равно начинаю ссутуливаться, а у вас всегда идеальная осанка просто вот. И он мне про вас когда рассказал, я была в шоке просто. Вам никогда в жизни не скажешь, что вы работаете даже секретарем в спецназе. Ну вот, как будто вы очень далека вообще, в принципе, от этого, потому что, ну, все равно же есть какие-то определенные стереотипы, да, что там должна быть какая-то такая мужикообразная, Но да, все так женщина. думают, это от тебя зависит, я думаю. Ну, просто это вот есть определенный стереотип, который вот, ну вот просто есть, и как бы, и ты, естественно, уже хочешь не хочешь, ты в голове у тебя это возникает. И я такая, Адилета, говорю, да неужели? Она в спецназе? Ну, у вас еще такой достаточно невысокий рост, как бы, и, ну, как бы, я, честно, я не могу представить, чтобы вы мужика скрутили. Я понимаю, что это возможно по вашим заслугам, но мне сложно это представить.